Приветствую вас, дорогие подписчики, гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра, и у меня для вас прогноз на 8 марта. Ну, перед тем, конечно же, как начать делать расклад для каждого знака, я хочу поздравить всех моих подписчиц, всех моих зрительниц, да, кто даже если не подписан, но да, вот заходит, смотрит видео с 8 марта, да, с нашим женским международным днем. Да, то есть я хочу поздравить вас и пожелать всего самого, да, вот всего того, чего вы сами себе желаете. Быть любимыми, быть счастливыми, быть здоровыми, да, самое главное, и быть гармоничными внутри. Так, ну что, смотрим, что ждет нас в этот день. Начинаем с овнов и до рыбок. 8 марта. Овны. События, покажите мне, что у овнов будет. Деловая встреча показывает первая. Так, сейчас, секунду, забыла. Все, забыла камешки взять. Так, смотрим дальше. Приглашение. Вас могут куда-то пригласить в этот день. Новость, информация. Возможно, эта информация связана, да, вот с этой встречей. Змея. Злые языки, то есть это человек, которого нужно остерегаться, опасаться. Цыплята — это дети. Семья еще может быть, общение с семьей. Солнышко — радость, хорошее настроение. Конфликт. Опять же, смотрите, змея, да, то есть что-то сказали вам, да, то есть а вы дали реакцию, начали ругаться. И друзья, дети, возможно, будет общение, да, то есть вечером в большой компании. Так, значит, смотрим. Корабль нельзя. Здесь нет. Горизонталь, вертикаль не вижу. Получается, у вас может быть деловая встреча с утра, получение новости, получение приглашения, общение со змеей, конфликт. Но, да, то есть это вот утром. А вечером у вас может быть хорошее настроение, да, радость и общение с друзьями и детьми. Либо цыплята, это еще может быть что-то новое. То есть, возможно, вы с друзьями пойдете в какое-то новое место. Так что так еще может проиграться. Вот такая информация. Благодарю за внимание, овны, и перехожу я к тельцам. Тельцы, 8 марта. Покажите мне, пожалуйста, события для тельцов на 8 марта. Обман. Пустые разговоры. Любовь. Возможно, пустые разговоры с любимым человеком. 2 сердца. Или если у вас нет, это может быть с кем-то будет просто болтовня, разговор, да, то есть, ну, заговорили с кем-то случайно на улице, да, то есть, и потом вы можете с этим человеком завязать отношения. Подарочек. События.
Ну, события тут очевидно, да? 8 марта. Время. События на определенное время. С подарками, да. Конфликт. Рыба. То есть конфликт на почве какого-то обмана. Смотрите, да, то есть рыба это тоже обман. Подтверждает, что действительно обман будет. Причем это, знаете, какая-то вот скользкая такая тема, схема какая-то скользкая, когда вам говорят одно, да, то есть а за спиной делают другое. И здесь однозначно в этот день, скорее всего, что вы это узнаете, да, рассекретите эту схему. И явно будете недовольны, то есть, возможно, даже будете ругаться. Так, сейчас я еще посмотрю горизонтали и вертикали. Нет, нету. У вас получается в этот день все хорошо в личной жизни, какое-то событие будет на определенное время, будут подарки, пустые разговоры. То есть это вот плюс. А минус, вас кто-то обманет, да, то есть делает это как-то вот хитро, да, то есть однозначно хитро, но вы это все рассекретите, и будет конфликт, будете ругаться, будете возмущаться, будете недовольны, да, то есть и показывать, что вы это терпеть не будете в этот день. Вот такая информация для вас, тельцы. Вот есть одна ситуация хорошая и одна не очень. Благодарю за внимание и перехожу я дальше к близнецам. Смотрим, близнецы. 8 марта. Среда. События для близнецов. Покажите мне. Рыба. Скользкое дело. Манипуляции, хитрости, обманы какие-то. Затягивание вас в ловушку. Гости. А может быть, просто в гостях будет вкусная рыба. Так тоже бывает. Исполнение желания. Событие, которое повторяется каждый месяц. Интимная связь, кровать. Ну или желание пораньше лечь спать. Горизонтали, вертикали я не нашла. Значит, получается в этот день гости, исполнение желания. Ну, тут сложно сказать, то ли это рыба вкусная в гостях, то ли надо быть очень осторожными. Ну, на всякий случай, да, вот если будут какие-то предложения поступать в этот день, относитесь к ним с опаской. Дальше также есть события, которые повторяются каждый месяц, и может быть интимная связь. Вот такие события у вас. Благодарю за внимание. И перехожу я дальше к ракам. Сейчас будем смотреть. Раки. Раки. 8 марта.
Среда, события дня. Нерешенный вопрос. Интересно, рядом может победа. Дорога. Тайная какая-то встреча или свидание. Верность. Якорь. Якорь может показывать с машиной прибытие. Кровать. Интимная связь рядом с верностью. Нет, горизонтали. Значит, что получается? В этот день, смотрите, все хорошо в личной жизни. Верность, да, то есть интимная связь, возможно, еще какая-то тайная встреча. Может быть, там любимый человек сделает для вас какой-то сюрприз свидания. Да? Дальше может быть победа, результат, поездка, прибытие куда-то. И вот единственный минус – это нерешенный вопрос. Какой-то вопрос, который у вас долгое время уже решается, возможно, не решится в этот день. Вот вы опять будете пробовать, и не получается никак его решить. Но опять же, рядом ложится победа, она может намекать на решение, да, потому что это все-таки результат. Но лучше, конечно, когда выпадают ножницы. Вот ножницы точно показывают, что эта цепь уже, да, обрезается и вопрос решается. Поэтому тут я бы сказала 50 на 50. Есть вероятность, но не факт, что разрешится. Вот такая информация. Благодарю вас за внимание и перехожу к львам. Смотрим, левушки. Восьмое марта, львы. Среда, события дня для львов. Интимная связь. Ножницы, решение вопроса. Ножницы еще может быть стрижка. Время. На определенное время, возможно, у вас будет решение вопросов. Свидание или свидание, приятная встреча на определенное время. Так.
Исполнение желания. Цветочек. И здесь нет. Значит, смотрите, что получится. У вас классный день, классные события. Интимная связь, кровать, свидание, исполнение желания. И вы будете в этот день точно постоянно смотреть на часы. И также у вас еще может решиться какой-то вопрос в этот день. Ну, это больше связано с работой, с делами, да, с какими-то задачами. Разрешение, да, то есть поставленные задачи. Вот такой у вас замечательный день будет. И дела все сделаете, и на свидание сходите. Так, смотрим дальше. Дальше у нас девы будут сейчас. Девы. Смотрим события для вас. 8 марта. События для дев. Среда. Якорь. Что-то получится закончить, поставить точку или где-то надолго остановиться. То есть с утра прям бросили якорь и проводите как минимум полдня в этом месте. Удача. Удача, везение на вашей стороне в этот день. Интимная связь, хорошие новости, прибыль. Угу. После удачи, да, как хорошо пошло. Книга «Казенный дом». Ну, посещение какого-то госучреждения, возможно, да, там получите хорошие новости или пойдете деньги получать. Или еще, может быть, просто, да, там в кровати читаете книжку. Да, то есть иногда прям события нам в лоб показывают, да, то есть картинки в лоб показывают, чем мы занимаемся. Так, успех. Однозначно в этом госучреждении вас ждет успех. Угу, здесь нет. Значит, смотрите, с утра по якорю, видите, показывает, ничего не происходит. То есть где-то вы с утра бросите якорь, и, скорее всего, что минимум полдня ничего делать не будете. А потом, да, в какой-то момент удача поворачивается, да, к вам передом, да, что называется, и пошло-поехало. Хорошие новости, посещение какого-то госучреждения, успешное решение вопросов, прибыль, ну и плюс еще, да, вот интимная связь, то есть все хорошо в личных отношениях. Так что вот вторая половина дня явно вас порадует. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов и до рыбок у меня будут во второй части видео. Ссылочку на вторую часть я оставила для вас внизу в описании.